Ингушетия в 2023 году показала лидером не только по качеству дорог, приросту населения и достижениями в сельском хозяйстве. Мы теперь в пятерке лидеров и по росту производства. Данные предоставил Росстат. Рост составил более 17%. Такие результаты вывели нас на первое место по Северокавказскому федеральному округу. Само формирование данных показателей, это индекс промышленного производства, он формируется на основании данных, которые предоставляют крупные и средние предприятия и малые предприятия, индивидуальные предприниматели, которые работают у нас в республике. Дело в том, что есть показатели, которые показывают и более высокий процент роста, но доля этих производств в общей массе производства составляет меньшую значимость, поэтому и выделяется именно вот это производство металлургии. Если посмотреть по динамике за последние 5 лет промышленного производства, в принципе, у нас снижение только 2020 год, но это понятно, был ковидный тяжелый год, промышленное производство во всех регионах, в принципе, снижалось, и во всем мире такая ситуация складывалась. И постепенно, начиная с 2021 года, постепенно повышалось это промышленное производство. И в этом году мы вошли в пятерку лидеров, показав такой объем производства. Наибольшую долю в сфере обрабатывающих производств, а это 45%, занимает металлургия. Эта отрасль показала рост почти 110%. Такая доля в структуре производства обеспечивается за счет региональных системообразующих предприятий, выпускающих радиаторы для отопления и строительные профили из алюминия. С этого года мы не только производим оконную и дверную фурнитуру из алюминия, но и сами изготавливаем сырье, а также продаем его другим предприятиям. Новый завод «Реал», которому нет аналогов на всем Северном Кавказе, открыли в начале месяца с участием зампреда правительства России Александра Новака. Хорошее производство, которое сегодня налажено в Республике Ингушетия на самом высоком уровне. Это большое подспорье создания добавленной стоимости на территории, новые рабочие места, налоги, социально-экономическое развитие. Здесь в 2 печах производят алюминиевые слитки методом полунепрерывного литья. Важный и значимый объект, который обеспечит десятки новых рабочих мест на производстве 2 печек, благодаря которым из этих заготовок и лома алюминия создаются цилиндрические слитки. Из этого материала уже завод «Реак» производит мебельную, оконную и дверную фурнитуру. Мощность комплекса 10 тысяч тонн продукции в год. Кто думал, что в Ингушетии алюминиевый кластер будет? В действительности это невозможно было бы без поддержки федерального центра, без поддержки и ориентира, который нам дал президент Владимир Владимирович Путин. Президента, который сказал, нет незаменимых вещей, которые бы в России мы не смогли бы сделать. И как неотъемлемая часть Республики Ингушетия сделала такой, мы смотрели сейчас «Реак», где профили поставляются, можно сказать, по всей стране и за рубеж. Кроме того, мы сами, то бишь завод, производим, теперь плавим алюминиевый сплав, и дальше вот через дорогу он продолжает свой путь. Поэтому важность этого для нас и в том, что здесь рабочие места. Производить материалы из алюминия в республике начали в апреле 2018 года. Тогда состоялось открытие завода «Реак». Из-за отсутствия своего сырья предприятие тратило значительные средства и время, пока материал поставят. Сейчас все свое. Завод «Реал» стал логическим продолжением этого важного процесса. Сегодня на предприятии трудится 200 человек. Объем производства за 2023 год составил 8250 тонн. То, что раньше покупалось, та же фурнитура, она покупалась за границей, в Европе, сегодня это делается в Республике Ингушетия и продается по всей стране и даже на экспорт. Поэтому это очень хороший импульс для развития Республики Ингушетия, для развития экономики, для создания новых рабочих мест. Суммарно, как я понимаю, на этих 2 заводах создано 400 рабочих мест. И это здорово, это дополнительные будут налоги и занятость. Поэтому хочу сказать, что это поддерживается правительством Российской Федерации. Это абсолютно идет в русле импортозамещения, о котором сказал президент. То есть республика соответствует задаче, поставленной президентом Российской Федерации по технологическому суверенитету именно сейчас в этой отрасли. Ну и, конечно, хочу сказать слова благодарности команде, руководителя региона, тем инвесторам, которые сегодня вложили в экономику Республики Ингушетия, в
вот, при поддержке, в том числе правительства Российской Федерации. Будем и дальше вместе работать, чтобы развивать экономику Республики Ингушетия. На положительные статистические показатели промпроизводства, которые в республике наблюдаются уже третий год, повлияла и реализация ряда инвестиционных проектов, таких как швейная фабрика «Фобра», которую запустили после реанимирования в 2021 году. Фабрика рассчитана на 1100 рабочих мест. На сегодня численность персонала 101 работник. Производственная мощность 120 тысяч изделий в месяц. Шьют все виды одежды. В производстве задействовано японское оборудование. Птицекомплекс «Южный», один из прорывных проектов в республике, также наращивает обороты. Индивей реализует до 40 тонн продукции в день, от закладки яиц в инкубаторе до убоя и переработки. Здесь запущен полный цикл производства. В год здесь выпускают более 5000 тонн чистого мяса и колбасных изделий. В планах увеличить мощность вдвое. В этом году, скорее всего, начнем. В следующем году будем строить собственный комбикормовый завод. Здесь, в Ингушетии? Здесь, в Ингушетии, да. У нас уже подведены все коммуникации, выполнены все земельные работы. Бакшеев сказал, что землю выделяют для Да. Сейчас вот этот вопрос у нас рассматривается, потому что для этого необходима своя кормовая база. И я думаю, что в следующем году у нас уже будет свой собственный комбикормовый завод, своя кормовая база. Это дешевле будет? Это гораздо дешевле. Конечно, Это из-за гораздо этого же дешевле. вопрос состоит. Мы сейчас возим за 500 километров корма. Площадь птицекомплекса 132 гектара. Всю продукцию Южного выставляют на местном рынке, в фирменных магазинах. Всего в республике их 12. Продукция ингушского птицекомплекса пользуется большим спросом не только в Ингушетии, но и в других регионах страны. А вот себестоимость производства килограмма сколько стоит корм? Примерно процент? 47-48%. Да, это При половина. удорожании перевозок, и если будет комбикорм дорожать, то себестоимость будет уже расти. У нас, Да, лучше, конечно, свои. конечно. На финальной стадии реализации в республике находится инвестиционный проект по строительству завода Best Brand. Кроме того, на стадии реализации еще несколько проектов, в том числе 3 завода по производству бытовой химии, сжиженного газа и модулей очистных сооружений. Все эти объекты будут только улучшать цифры производства. Хава Гагиева, Муслим Ганиев, Малика Измайлова, Диана Дударова, Магаз 24.